Наш прекрасный вечер продолжается. И, конечно, наверное, практически все знают, что Виктор Яковлевич, он, будучи старшим научным сотрудником Хакмиали, был научным консультантом. Это в 1978 году. И я вам предлагаю посмотреть из данного фильма эпизод, где Виктор Яковлевич непосредственно участвует и в роли председателя. Люди, не верьте им! Это бандиты! Это бандиты! Остапика! Скачи к врагу! Это действительно, съемки были в 77-м, а уже презентация фильма в 78-м, и тогда председатель облсполкома был Угужаков Василий Архипович, он нам всем подарил по часам, мы у него были. Но, да, но надо сказать, это называется эпизод. Есть массовка, в массовке платили по 3 рубля. А в эпизоде, да, платили по 7,60. И так как мне 3 дубля сделали, что заплатили 3 раза по 7,60. А это как раз стоило бутылка плиски. Я отоварился тогда хорошо. 7,60 бутылка стоит. Бутылка, да. Почему одна бутылка там намного хватило? Тогда плиска стоила 7,60, а может 7,40. Как уже отмечено, у Виктора Яковлевича 34 монографии. Конечно, из них ряд изданы в издательстве Хакасского госуниверситета. Среди нас редактор Людмила Николаевна. Пожалуйста, слово. Да, мой любимый редактор. Я даже ее побаиваюсь. Ну, Виктор Яковлевич, ну что, я страшный? Нет, требовательно. Виктор Яковлевич, от имени всех издателей я хочу вас сегодня поздравить. Я не знаю, присутствует здесь или нет Хакасское книжное издательство. Вы ведь там тоже издавали книги. А в нашем издательстве было издано около 15 книг, монографии, учебные пособия. И вот каждую книгу мы воспринимали буквально как праздник. Потому что работать одно удовольствие было с этими книгами. Там настолько интересный материал был собран. И вот я еще хочу сказать, что может быть, некоторые ученые работают на архивы в основном, а Виктор Яковлевич все свои научные изыскания он доносит до народа, до людей. Очень много издает книг. Вот. И вот в последние годы как-то вот он переметнулся в Кыргызстан. Вот это, конечно, плохо. Нужно издавать. Я понимаю, издать книгу – это очень дорогое удовольствие. А Виктор Яковлевич, вот благодаря своему характеру, такому открытому, такому общительному, он находил как-то возможность, находил спонсоров и все-таки книги издавал. Вот. И благодаря его настойчивости мы имеем то, что имеем. Пожалуйста, столько книг. И я надеюсь, что все-таки и в дальнейшем он еще не раз нас обрадует. И вы читайте, пожалуйста, все книги от корки до корки. Вы знаете, это просто богатейшее у него собрание о жизни хакасского народа. Я просто как редактор, я просто влюбилась в этот народ и открыла для себя его благодаря Виктору Яковлевичу. Спасибо. И надо сказать, что Людмила Николаевна
даже редактировала русско-хакасский словарь, не зная хакасского языка, но чувствовала. Да, что делать, да. Так что мы поздравляем Ну, вас, как всех спасибо. издателей. Спасибо, я тоже отношусь к вашей работе, потому что редакторская правка на самом деле труд, вы знаете, такой, но технический, да, тяжело. Я когда издавал первое время без редактора, вроде бы я сам пишу и все вижу. Но когда книга издана, оказывается, там ошибка, здесь какой-то недочет и так далее. Поэтому, конечно, вам громадное спасибо. Я думаю, что мы еще продолжим. Продолжим. Нашу работу. Вот, конечно, при Алексее Ивановиче было проще. Алексей Иванович как-то действительно открылся ко мне с душой, и мы за это время не только книги издали, но и совершили, как уже здесь говорилось, экспедицию в Китай. А почему с Казахстаном? Потому что не стало Алексея Ивановича, зато появилась Тюркская академия, вот, где здесь же я экзамену действительно стучался, не достучался, а Тюркская академия мне сразу отвалила на эти издания 5 миллионов тенге. Ну, это, в принципе, если перевести, это 1 000 000 рублей. Это, в общем-то, было нормально. Дышать можно.